Участники первой экспедиции «Покорители холода» прибыли на местность Бурустах Аймеконского района. Там группа в течение 2 недель будет проводить метеонаблюдение за температурой воздуха. Светлана Поцелуева более подробно о планах исследователей. Местность Кылайбыт, недалеко от Бурустаха в Аймеконском районе, для эксперимента климатологи предложили не случайно. Именно здесь, согласно фотокартам из космоса, наблюдается наибольший холод. С первыми сложностями испытатели столкнулись сразу по прибытию. Мы прибыли на место. К сожалению, здесь связь установить нам не удалось. И передающая станция будет на некотором отдалении отсюда. К приезду исследователей к стоянке для передвижения в дальнейшем на местности были пригнаны олени, заготовлены лед и дрова. Оставалось установить собственные палатки и определиться с местом установки передающей станции. Сейчас мы устанавливаем лагерь, устанавливаем палатку, но тут связь не ловит, поэтому вынуждены вторую палатку, техническую палатку установить на открытом месте и ближе к зоне холода. Там мы установим еще метеостанцию и станцию для выхода на интернет. Замеры температуры будут производиться при помощи метеорологической будки по стандартам Росгидромета. До 72 может показывать. Кроме того, планируется делать мобильные замеры в низинах. Для этого и нужны олени-упряжки. В установленной палатке, изготовленной, кстати, по типу автоодеяла, действительно очень тепло и уютно. Обустроились, установили палатку, все супер, отлично. Сейчас обживаем, устанавливаем наши спальные места. Здесь вот будем спать, вот наша печка, будем топить. В палатке очень тепло, хотя на улице минус 40 или даже ниже. Я думаю, будет все супер. Честно говоря, я первый раз в жизни в таких условиях зимой за минус 40, чтобы жить в палатке. Сначала мне было немного страшно, но когда мы сейчас вот установили все наши вот эти раскладушки, немного стало легче. Надеюсь, мы выживем в эту неделю. Универсальный эксперимент поддержан главой республики. Ожидается, что экспедиция станет ежегодной и поможет продвижению туристического потенциала Якутии как самой холодной обитаемой части планеты. А полученные сведения дополнят официальные данные метеонаблюдений. Павел Комин, Светлана Поцелуева, Аймеконский район.